Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире вы смотрите программу «Задай вопрос министру». Вопросы, касающиеся туристической отрасли, проблемы и перспективы развития туризма в Абхазии, мы обсудим с нашим гостем в студии, министром по курортам и туризму республики Автандилом Гарцкия. Автандил Зефикович Гарцкий родился 24 мая 1959 года в городе Гудаута. Там же в Гудауте в 1975 году окончил среднюю школу номер 4. Затем поступил в Калининградский государственный университет на экономический факультет, который окончил в 1980 году. После службы в вооруженных силах СССР работал экономистом Гудаутского отделения ЦСУ, позже инструктором орготдела Гудаутского райисполкома Абхазии. С 1986 по 1992 годы возглавлял комитет по физкультуре и спорту Гудаутского райисполкома. В течение 3 лет с 1993 по 1996 годы занимал должности заведующего отделом приватизации администрации Гудаутского района, начальника налоговой службы, заведующего отделом финансов администрации Гудаутского района. С 2006 по 2014 годы работал старшим менеджером транспортной компании в городе Сочи. С 2014 по 2015 годы был исполняющим обязанности секретаря Совбеза безопасности Республики Абхазия. В марте 2015 года назначен министром по курортам и туризму Республики Абхазия. Автандил Зефикович Гарцкий – участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена Леона. Здравствуйте, Автандил Зефикович. Добрый вечер. Добрый вечер. Автандил Зефикович, и сразу же первый вопрос. Близится к завершению туристический сезон. Практически уже завершился, остался 1 месяц. Как вы оцениваете результаты этого сезона? Результаты этого сезона хорошие. В этом году к нам приехало очень много отдыхающих. И, наверное, лучше всего назвать какие-то цифры, потому что туризм – это бизнес, а бизнес – это цифры, и все строится на правильных расчетах. Если посмотреть на то, сколько людей перешло границу за весь летний сезон, это составит 3,5 миллиона человек в обе стороны. То в одну сторону получится 1 700 000 человек. Если отсюда вычесть граждан Абхазии, то есть местное население, если отсюда вычесть тех, кто очень часто переходит границу, то мы получим среднюю цифру в 1 миллион человек, которые отдохнули на 1 сентября в Абхазии. Почему я говорю, что это средняя цифра? Вот посмотрите, для того, чтобы определить точные показатели, мы должны знать, сколько у нас коек в Абхазии. Мы знаем, что в объектах размещения, это пансионаты, дома отдыха, гостиницы, здесь мы знаем точные данные, 15 000 человек. Вернее, 15 000 коек. А вот сколько у нас коек в частном секторе, где отдыхает львиная доля отдыхающих, мы пока точно знать не можем. Налоговая служба ведет кропотливую работу, они делают подворный учет, сталкиваются со многими проблемами, и люди неохотно идут на контакт, они как бы говорят, что это к нам приехали гости, личные гости. Потом они приводят другие доводы о том, что мы пойдем с вами на контакт, мы будем платить налоги только в том случае, если вы нам дадите свет, воду и так далее, и так далее. То есть министр по налогам уже поделился этими проблемами в нашем прошлом эфире. Да, и значит, здесь получается какой-то замкнутый круг, который, получается, что мы рубим сук, на котором сидим. Почему? Потому что это несправедливо, если человек не платит налоги, а я знаю, допустим, средние показатели, что где-то
допустим, в Гагрском районе, в Пицунском районе люди в среднем зарабатывают за сезон 500-600 тысяч рублей в частном секторе, и они платят доход государству всего лишь 15 тысяч рублей. Здесь вот есть такая несправедливость, и эта несправедливость будет по отношению и к, допустим, к учителям, под которые находятся на бюджете. Эта несправедливость будет также отражаться на врачах, которые уже на бюджете, даже к самим себе, потому что получается, что мы не можем себе провести, там, скажем, водопровод или же асфальтировать дорогу и так далее. Это понятно. Может быть, мы о цифрах сейчас поближе к цифрам, показатели, это тоже очень важно. Да, и я бы хотел сказать о том, что наиболее чаще задаваемые вопросы о том, что сколько, допустим, посетила пещеру. В этом году пещеру посетило на 1 сентября 300 тысяч человек. Это очень хороший показатель. Они выполнили годовой план 150 миллионов рублей. Это не налоги, прошу не путать. Вот. В сравнении с прошлым годом, за весь прошлый год пещеру посетило 243 тысячи. Также вопрос задают часто про Рицу, про Рицинский национальный парк. Рицинский национальный парк, эта команда в этом году показывает уникальный результат. На 1 сентября 450 тысяч человек против 197 за весь прошлый год. Уникальность состоит в том, что Рица вообще должна всегда показывать больше, чем новый Афон. Почему? Потому что когда отдыхающий покупает билет, там написано Рица обязательно, а новый Афон по желанию. Вот в этом и уникальность. И я должен сказать, что за весь послевоенный период впервые Рица показывает такие хорошие результаты. Еще спрашивают про курорт Пицунда, где, вот, кстати говоря, наглядный пример о том, как там поставлена правильная работа правильных, нормальных людей, которые за короткий период показали, и это не скроешь многим, что можно работать и можно делать правильные расчеты. И они успели за этот период перекрыть все свои долги в 25 миллионов. Они много что планируют. Они уже выходят даже за пределы курорта и помогают поселку. Я слышал даже о том, что они хотят провести водопровод, чтобы там была вода круглые сутки. Вообще, по показателям в этом году Пицунда опережает многие другие районы по загруженности, по тому, как по койко-дням, где можно вычислить экономику туристического объекта. И одни из самых лучших показателей это, как всегда, у Самшитовой рощи они показывают ежегодно 170 дней загрузки. Отличный, великолепный результат в этом году у Литфонда, Питиус, тот же, я уже говорил, курорт Пицунда. Есть объекты, которые показали. Я вот имею отчет о том, что на начало августа они по койко-дням показывают ровно половину того, что они показали за весь прошлый год. Значит, они хотят показать в этом году уровень прошлого года. Ну вот это даже как-то не сходится, потому что если не в этом году, то когда будут такие вот результаты? Это мы будем разбираться индивидуально, и как бы здесь мы должны поговорить с людьми и расставить точки над «и». Понятно, вы назвали некоторые объекты, самые наши яркие объекты, где идет улучшение по обслуживанию, по собираемости налогов, что тоже очень важно. Все-таки, как вы оцениваете общее состояние нашей туристической отрасли, перспективы, проблемы? Поговорим о них.
как я оцениваю, я бы мог говорить о том, что есть проблемы, несмотря на то, что есть моральный, физический износ этих объектов. У нас в основном объекты советского периода. Есть слабое взаимодействие со смежными министерствами, которые должны работать вместе с туризмом. Это такие, как транспорт, здравоохранение, культура, пляжное хозяйство. Я бы мог бы говорить о том, что мало квалифицированных кадров. Можно говорить о том, что слабое обеспечение безопасности туристов. Но, несмотря на все это, мы должны двигаться вперед, мы должны развиваться, мы должны делать все, чтобы люди жили за счет туризма. Почему? Потому что эта земля дает все, эта земля дает нам заработать, она дает нам исполнять свои желания, дает возможность счастливыми, потому что эта земля такая у нас, которую мы должны ценить. Вот представьте ситуацию, когда если бы у нас не было такой земли, которая бы нам дала бы заработать. В мире есть очень много стран, где люди голодают, где люди не имеют возможности даже пить чистую воду. И вообще я считаю, что наша земля, это уникальная земля, где есть возможность жить и зарабатывать, и развиваться. Я даже хочу вам, как в виде информации, сказать о том, что, может, многие это не знают, о том, что существует такая организация, Всемирная туристская организация, которая была создана Генеральной Ассамблеей ООН в 1975 году со штаб-квартирой в Мадриде, и было объявлено о том, что весь 21 век будет веком туризма. Так что мы должны готовиться к следующему курортному сезону. Уже завтра к нам будут люди приезжать, и я думаю, что это... Спасибо. Спасибо. Поговорим о номерном фонде республики. Существуют ли гостиницы, санатории, отели, которые соответствуют мировым стандартам у нас в Абхазии? Да, безусловно, конечно, существует. В основном номерной фонд у нас старого образца советского периода. Конечно же, это требует капитальных вложений, конечно, это требует ремонта. Но вместе с тем мы видим, что люди развиваются, строят гостиницы, мини-гостиницы. И такие гостиницы, скажем, высоких стандартов у нас есть. Я бы их Сколько звезд? Да, я бы их мог бы назвать, но не буду, потому что это вызовет у кого-то ревность или зависть. Сколько звезд? Между прочим, очень интересный вопрос, сколько звезд. Есть гостиницы, наверное, которым можно давать звездность, и 3 звезды, и 4 звезды. Но мы думали, об этом надо определиться, по каким стандартам мы будем жить. Если мы будем жить по международным стандартам, то там одна тема. Если мы будем жить по внутренним стандартам, то есть тогда мы не будем считаться с международными стандартами. Там самая главная проблема в том, что в инфраструктуре, если это гостиница, допустим, 3 звезды или 4 звезды, то такая же инфраструктура должна быть за пределами этой гостиницы. То есть в шаговой доступности должны быть павильоны, магазины, кафе, рестораны и так далее, и так далее. То, чего у нас нет. Количество отелей, гостиниц, вот этих новых мини-гостиниц, да, уже как бы определено, известно? Да, конечно, это известные цифры. Мини-гостиницы и отели около 50 новых. Но самые основные, такие самые значимые из них, около 10% от общего фонда гостиниц. Спасибо. Туризм в экономике Абхазии признан как ведущая отрасль, которая должна как бы вытащить страну из экономического кризиса. Скажите, идет ли какое-либо взаимодействие с другими ведомствами и министерствами, и как оно происходит? Удается ли добиться синхронности действий разных министерств?
Это очень хороший вопрос. На самом деле очень хороший. Приоритеты расставлены правильные. Президент страны объявил о том, что туризм не будет являться флагманом развития экономики. Это было где-то в апреле месяце. Это означает то, что мы будем жить за счет туризма, мы будем развиваться за счет туризма, что туризм это будет являться для нас как бы атрибутом всего, и он поведет за собой все отрасли экономики. Одновременно были расставлены очень правильные приоритеты, и речь идет о энергетике и сельском хозяйстве. То есть вот эти три отрасли являются главными. Если читать литературу зарубежных стран, то для всех стран, где развивается туризм, опорой туризма является сельское хозяйство или агропромышленный комплекс. Это основа основ. Не может существовать страна, которая не может сама себя прокормить. Я приведу один пример. Наша страна за один год потребляет 5000 тонн мясных изделий. Львиная доля, которая уходит в летний период. Это около 700 тонн мяса говядины, 1500 тонн свинины и около 3000 тонн мяса кур. Да, еще около 300 тонн рыбы. Стоимость этих мясных изделий 1 миллиард 500 тысяч рублей. Представьте себе, что мы ситуацию, когда мы зарабатываем деньги на туризме и отдаем деньги, чтобы закупить эти продукты. Да, совершенно верно. И мы вымываем деньги из страны. Мы отправляем эти деньги в Россию, в Турцию, в Аргентину, в Бразилию. То есть они у нас в обороте, в нашей экономике не вращаются. Это одна только из проблем. Следующее, я говорил о энергетике. Если вы помните, вот в этом сезоне то, что происходило в Гагре, вначале было в Пицунде. Вообще энергетика, я и энергетику поставил бы на первое место, потому что это основа основ. Без энергии. У нас все на энергетике. А без нее мы вообще не можем существовать. И я должен сказать, что это хозяйство, я уже разговаривал, знаю об этом, с руководством этого хозяйства Черноморэнерго. Это очень ветхое, старое. И нам, честно говоря, пока везет. В любой момент это может остановиться, и я извиняюсь, но мы потом будем плавать в собственной канализации, поэтому мы должны это делать уже сегодня. Мы должны платить за электроэнергию уже сегодня, и платить те долги, те предприятия, которые имеют долги, должны за это платить. Я как пример приведу. У нас этим летом первый случай был в Пицунде, когда сгорел основной и потом резервные трансформаторы. Это пришлось восстанавливать. Чтобы восстановить один трансформатор, требуется 30 миллионов рублей. Это около 500 тысяч долларов. Это только в одном поселке Пицунда. Теперь то, что было в Гагре, все знают об этом. Представьте себе ситуацию, когда 3 недели знойного лета, и люди не имеют возможности включить свет, естественно, отсутствует вода и так далее, и так далее. То есть вот эта проблема существует, и мы должны это понимать для того, чтобы развивать эти отрасли, и если мы этого делать не будем, то рано или поздно мы встанем. Мы должны взаимодействовать и со многими другими отраслями. Мы это должны понимать, что приезжает нам живой человек, это турист. Многие приезжают семьями, им нужна безопасность, то есть милиция, их надо спасать, МЧС, их надо лечить, Министерство здравоохранения, их надо кормить и так далее, и так далее. То есть все эти проблемы надо решать постепенно. Самое главное, я считаю, что вот просто как пример, многие жалуются на милицию, конечно, много проблем в этом министерстве, но к нам приехало так много
в этом году отдыхающих, что углядеть каждому не представишь. Самое главное, я считаю, другое, что главное раскрыть преступление и неотвратимость наказания. Тогда все остальное будет меньше, и многим будет это повадно. Автандил Зефикович, настало время нашего первого видео-вопроса от телезрителя. Города Ленинграда. Зовут меня Вероника. Приезжаю в Сухуми второй раз. Очень нравится этот великолепный город с уникальной архитектурой, с микроклиматом и гостеприимством местных жителей. Очень хочется осмотреть всю страну великолепную, весь город. Очень интересует вопрос такой. Поскольку туризм развивается и страна должна процветать, у меня такой вопрос. Дорогу, например, в Черниговку, на озеро Рица оставляют желать лучшего. Хочется узнать, когда будут проводиться, может быть, восстановительные работы или расширяться дорога, потому что большой поток идет в июне и осенью, в бархатный сезон, и большой туристический поток едет в эти изумительные прекрасные места. И хочется ездить все-таки по хорошей дороге, да, в те места, потому что дорога не ближняя. Понятен вопрос. Как министру по культуре, по туризму и курортам вопрос от туристов. Да, понятен вопрос. Мы его часто слышим и о других дорогах. У нас неважная дорога и в Каман, но вот эти дороги нужно асфальтировать, эти дороги нужно делать. И, конечно же, это все у нас в планах. Когда мы будем зарабатывать на туризме, на сельском хозяйстве, когда мы будем взаимодействовать все это в скором времени мы обязательно решим, потому что это наши экскурсионные маршруты. Существует ли концепция развития туризма в Абхазии? Что она предполагает, если есть она? Да, безусловно, она существует. Какие-то, конечно, выкладки с этой концепцией, я с ними знаком. И на сегодняшний день это концепция развития туризма, не только туризма, экономического развития страны, стратегии развития, в том числе и туризма. Она существует, ее готовят. Я думаю, очень скоро она выйдет. Ее готовит Центр стратегических исследований. Опирается на факты статистические, понятно. Спасибо. Многие государства, развивающие у себя туризм, уделяют большое внимание так называемому маркетингу мест. Это и внутренний туризм, и внешний туризм. Скажите, вот проводятся ли в Абхазии мероприятия или какие-то действия, осуществляются ли на то, чтобы Абхазия стала узнаваемой в мире как место, где очень привлекателен туризм? Скорее всего, здесь речь идет о рекламе. Маркетинг – это изучение рынка. В маркетинге самое главное – это реклама. Конечно, это хороший вопрос. Это то, что мы обязаны делать и должны делать, потому что мы живем в условиях рыночной экономики, а рынок – это интересы, это рынок – это деньги, и рынок – это ты продаешь свой продукт. В данном случае мы продаем туристический продукт, чтобы его продать клиенту, чтобы делается нужно, что-нибудь в этом направлении. Реклама нужна. Да, мы планируем, мы заложили на бюджет прошлого года деньги, которые мы будем направлять будущего года. Да, на будущего года. Да. Бюджет будущего года. Бюджет будущего года мы заложили деньги на рекламу. А как она будет выглядеть? В какой вот форме? Значит, какие формы? Во-первых, у нас есть свой сайт. Мы рекламируем наш турпродукт на своем сайте. Это официальный сайт Министерства по курортам и туризму, который называется Абхазия Travel. Помимо этого будет практиковаться как радиообращение, интервью и клипы всевозможные, которые будут показываться на российских каналах всевозможных. Спасибо. Что вы можете сказать о профессиональном образовании в сфере туризма, которое сегодня получают выпускники наших вузов? Насколько они соответствуют необходимости, необходимым потребностям отрасли нашей? Что вы можете об этом сказать? Знаете,
Мне как-то позвонили Олег Огварами и говорит, что вот вы как министр должны быть председателем экзаменационной комиссии в Абхазском госуниверситете, где выпускники факультета по туризму заканчивали, и я должен был принимать у них экзамены. Должен сказать, что что касается туризма, они хорошо разбирались в этом, но я думаю, там надо выбрать другое направление. Это мое сугубо личное мнение. То есть наши студенты должны прекрасно разбираться в экономике. Мы живем в условиях рыночной экономики. Это другое отношение. И мне кажется, что больше надо выпускать менеджеров, управленцев, которые могут делать правильные расчеты, которые могут управлять какими-то туристическими фирмами или какими-то другими организациями. Сейчас их мало, как я понимаю. Да, надо как-то соответствовать реалиям сегодняшнего дня, мне так кажется. Спасибо. Очередь для второго видео вопроса. Пожалуйста, внимание. Здравствуйте, мы, значит, туристы из России, очень любим Абхазию, нам очень здесь нравится, мы объездили уже все, что здесь есть, наверное. И самый главный вопрос, который хотели задать. А будут ли у вас развиваться здесь горнолыжные курорты? Потому что вроде бы есть и горы, и я знаю, что зимой и снег, и очень хочется сюда приезжать и кататься. Так как все-таки Сочи, Красная Поляна, это хорошо, но хочется, чтобы было еще. Есть замечательное место, как Мамзычха, и там великолепные места, там много чего, ледники и так далее. Можно. Но для начала, на первом этапе, я думаю, что прежде чем появится крупный инвестор, должен быть другой какой-то этап. Надо, наверное, начать с канатных дорог, чтобы люди увидели эти красоты, как бы свести людей с ума на высоте птичьего полета. То есть начинать с малого. Начинать, да, с малого, чтобы они увидели, что здесь у нас неописуемые красоты. Я вот интересовался, кстати говоря, очень мало людей бывало на Мамзычхе, и там как бы уникальное сочетание, как бы вот зима-лето или лето-зима. Можно вот летом поехать. Ну, а есть ли вообще какие-то перспективы, наметки, может, какие-то договоры, может, нет, поиск пока, инвесторов или что-то нет, вот в этом пока роде? этого нет, потому что это очень капиталоемкий бизнес, это колоссальные деньги для этого. Поэтому я и говорю о том, что нужен какой-то другой промежуточный этап, чтобы как можно больше людей узнало про это. Спасибо. Можно я сразу зачитаю вопрос от телезрителя Аслана по имени Аслан. Он пишет, задает такой довольно обширный вопрос, я его быстренько зачитаю. Известно, что общественность серьезно обеспокоена поведением туристов на территории республики. Это другая проблема, другая тема. В особенности это касается горных и заповедных районов. Тенденция носит массовый характер. Туристы появляются в неподобающем виде на центральных улицах городов, пытаются проникнуть в таком виде в различные коммерческие и государственные учреждения, разгуливают в заповедных высокогорной местности, в купальных костюмах, купаются в заповедных озерах, а самое главное, оставляют после себя горы мусора. Безусловно, что это противоречит нашей культуре и потенциально создает конфликтную среду, что вредит развитию туризма в целом. Считаете ли вы возможным внедрение системы штрафов за подобного рода действия, а также создание своего рода службы рейнджеров, так он назвал, которые бы следили за соблюдением установленных правил, в первую очередь в горных районах республики? Такой вот вопрос, там несколько подтем. Сумасшедший вопрос, очень такой большой. Ну, что я могу ответить? Кстати говоря, вот мы предупреждаем у нас вот на нашем сайте, это есть о том, как себя надо вести туристам, прибывающих в Абхазию. Там это есть, там это заложено. Да, эта проблема существует, но я думаю, что к ней надо нужен очень тонкий подход. Потому что мы развивающаяся страна. Но я согласен с тем, что там написано. Естественно, нужно... Ну, вот именно высокогорные места, да, которые, знаете, да, заповедные. безусловно, безусловно.
конечно. Но я думаю, что там не штрафовать, а надо дать по голове тех, кто их привозит, и в их присутствии они там оголяются. Наверное, ему это нравится. Я думаю, что там нужны меры какие-то другие, воздействия на таких людей, потому что они сами туда не приезжают. Безусловно, это правильный вопрос. И я думаю, что система штрафов тоже должна быть. Почему? Потому что все должно быть на штрафах. Потому что мы живем в условиях, как я не раз уже говорил, рыночной экономики. Вы помните, раньше мы, когда ездили за правила дорожного движения, с нас не брали делали просечку. А сейчас за все надо платить и надо наказывать рублем. А что касается, как они сказали, рейнджеров, да? Рейнджер, это, наверное, они имели в виду лесничих или же... Да, конечно, это нужно. А что вы скажете по поводу мусора? Только ли туристы мусорят? Я думаю, что туристы даже меньше. Потому так? что туристы как бы побаиваются это делать. Но эта проблема существует, конечно. Я даже вам скажу другое. Существует другая проблема. Проблема рук. Людей, которые будут убирать мусор. В этом году даже такая проблема была. Спасибо за ответ. Скажите, как вы считаете, необходимо ли создание какого-то союза, или объединения, которое объединяет, извините за тавтологию, хозяев отелей, гостиниц, для решения каких-то проблем, которые возникают в ходе развития туризма в Абхазии? Есть смысл? Да, безусловно. Во всех странах мира, где развит туризм, создаются ассоциации. Всевозможные ассоциации ательеров, туроператоров и так далее, и так далее. Как раз таки для того, чтобы они решали проблемы. Главное, чтобы они не решали свои собственные проблемы под этим видом. Спасибо. Скажите, как, на ваш взгляд, в каком направлении должно двигаться развитие туристической отрасли в Абхазии? Какой вид туризма здесь наиболее перспективен, на ваш взгляд? Наверное, это самый главный вопрос, который вы задали или кто-то задал. Я думаю, что это будет заложено в концепции развития. В Абхазии надо возрождать оздоровительный медицинский туризм, то есть санаторное лечение. Это очень экономически выгодно для нашей страны. И это, знаете, удлиняет сезон, потому что люди будут приезжать круглогодично. Это очень важное направление, самое важное направление, на которое надо делать все акценты, потому что человек, который будет приезжать в Абхазию лечиться, а в Абхазии много всего, где можно лечиться, где можно продлевать свою жизнь, он будет платить хорошие деньги, и мы поднимем на этом свою экономику. Все взаимосвязано. А что касается экскурсионного и познавательного туризма, что вы об этом скажете? А экскурсионный, познавательный туризм, конечно, надо развивать эти виды туризма. Но еще и надо развивать и другие виды туризма, такие как, я не знаю, я думаю, что нашей стране больше подойдет такой вид туризма, как сельский туризм. Сельский туризм – это когда люди хотят отдохнуть от суеты, от шума, но для этого нужны условия определенные на селе, чтобы было, как говорится, где можно было спать, где можно было условия создавать, чтобы все было в доме. Есть еще такое, я думаю, можно развивать и агротуризм. Многие люди хотят поучаствовать в работе на селе, да, и такое тоже возможно. Кстати говоря, в Абхазии уже есть несколько человек, которые развивают вот такие какие-то внутренние, есть такой туризм, как Абхазский двор, когда приезжают, привозят себе людей, там показывают наши традиции в полном смысле этого слова. Колорит наш показывают, и как бы люди за это платят деньги. Спасибо. Еще вопрос. Как вы считаете, какие условия необходимы для того, чтобы люди, инвесторы вкладывали в нашу отрасль туристическую, в нашу страну? Конечно, безусловно, гарантии безопасности. представьте себе, что вы вкладываете, или же там
очень важно знать, как ему вернуть эти $1 миллион, которые он вложил, и допустим, он там какой-то попал в какой-то форс-мажор, и какой банк ему это выплатит. Естественно, тут нужна законодательная база, законы, которые будут понятны для него. Без этого ничего не получится. Еще раз говорю, надо представить себя на его месте. Таких людей надо беречь. Вы говорили, что оздоровительный туризм – это как бы основное направление, которое позволит увеличить туристический сезон в Абхазии. Какие факторы еще могут это сделать, чтобы наш туристический сезон длился не только 3 месяца, но и больше? Когда проводят аналогию с Абхазией, какая туристическая страна как бы аналогично нашей, то чаще всего в пример приводят Кипр и Мальту. Я читал об этом, и там много таких вещей. Почему мне запомнилось? Там устраивают фестиваль виноградной водки, и там устраивают фестиваль вина. Но вот у нас проблема в том, чтобы это начать и сделать, потому что это кто-то должен делать, это должны, естественно, начать делать мы. И в определенное время мы должны делать. Это, я думаю, что постепенно приведет к тому, что в этот период, в межсезонье, когда уже заканчивается курортный сезон, сюда приедут много людей. Спасибо. Мы вернемся лицом к другой проблеме. Я имею в виду проблема экологии в тех объектах, которые посещают очень активно туристы. Тот же Рицинский национальный парк. Что вы можете сказать, насколько там соблюдается экологическая безопасность? Как вам ответить? Наверное, я скажу свое мнение, оценить это должен соответствующее министерство по экологии, в каком оно состоянии. Я думаю, что те люди, которые там работают в Рицинском национальном парке, тоже... И другие заповедники. Да, и другие заповедники, конечно, немало знают про эту проблему. Конечно же, это одна из проблем. Мы незаметно для себя забываем о том, что к нам приезжают все больше и больше людей на машинах. Естественно, это выхлопные газы и так далее, и так далее. Помимо этого, людям свойственно после себя оставлять мусор и так далее, и так далее. Это проблема, которая существует и которую надо решать обязательно. Спасибо. Скажите, что вы думаете о развитии туризма в восточной части Абхазии? Как должно это происходить? Великолепный вопрос. Вот для того, чтобы понять, что мы развиваемся за счет туризма, надо поехать один день в Гагрский район и посмотреть, как они там развиваются. Ведь это возможно. Оказывается, что это возможно развиваться, расширяться, строиться за счет отдыхающих. То есть люди там уже за последние 10 лет построили немало объектов. Если кто-то строит гостиницу, то после нее вокруг нее выстраивается своя инфраструктура, то есть павильоны, магазины, кафе, сувенирные лавки и так далее, и так далее. То есть это наглядный пример тому, что за счет туризма можно развиваться. Я недавно был в Ачимчирском районе и должен сказать, что небо и земля. То есть это то, что нужно развивать. Я был в Атапской пещере, я был, там, кстати, 2 пещеры, которые Гарри Поттер плачет по сравнению с тем, что там есть в первозданном виде. Я был в селе Кинги на воду грязи лечебнице. Это хорошо, но не то. Для того, чтобы развивать туризм в восточной части Абхазии, а восточная часть Абхазии одна из самых лучших в Абхазии в этом смысле. Там очень много, я не знаю, в Абхазии всего 150-100 рек, озер, минеральных источников и так далее, и так далее. Одни из лучших пляжей в Абхазии.
Кодорское ущелье, красавица. Это нуждается, видимо, в большой работе, чтобы все это обустроить. И это все нуждается в одном. В туризме существует такое понятие, как транспортная доступность. Без транспортной доступности ты ни одну проблему не решишь. Поэтому очевидно, что уже понятно, что речь идет о аэропорт Бабушара. Это стратегический аэропорт, который мы должны решать с участием российской стороны. Одна проблема упирается в другую, другая в третью и так далее. Ну, понятна тенденция, понятно, что об этом думают, понятно, что это будут решать. И уже стараются как-то выбраться из этой ситуации. Теперь следующий вопрос о системе безналичных расчетов. Как вы думаете, нужно ли в нашей туристической отрасли внедрять вот эту систему? Ну, конечно, нужно. Почти все страны мира уже внедряют ее, потому что это правильно, это нужно. Потому что это даст, что облегчит? Ну, конечно, там, где наличные деньги, там кто-то жульничает. Сколько бы ты ни приставил к нему контролера, все равно это будет происходить. У евреев, кстати говоря, есть хорошая поговорка: если ты к жулику приставишь контролера, то ты получишь 2 жулика, а если еще и 3-го, то 3 жулика. Поэтому это правильно, система безналичных расчетов, это нужно делать. Спасибо, поняли ваше мнение. И последний у нас есть видео-вопрос. Пожалуйста, внимание. Добрый день, меня зовут Денис, я турист из города Москвы. Приехал этим летом отдохнуть в Абхазию. Мне, как туристу из Москвы, было сложно организовать свою поездку в плане бронирования отеля или гостиницы, в плане транспорта. Было сложно продумать свое путешествие и спланировать поездку, чтобы посмотреть какие-то объекты социальной инфраструктуры и другие вещи развлекательного характера, а главное познавательного. У меня к вам вопрос. Будет ли развиваться сфера туризма в онлайн-индустрии? Потому что многое то, что я здесь нашел, это было найдено через моего друга, который здесь родился и вырос. И мне как туристу было не очевидно места, которые стоит посетить. Было не очевидно, где можно забронировать гостиницу, можно ли взять машину на прокат и какие-то другие возможности именно в плане туризма, в плане отдыха и пребывания здесь, в столице. Вот такой вопрос. Будьте добры. Да, я понял вопрос. Речь идет о информационных центрах, где будет заложена вся база данных обо всем. Но я сейчас не буду подробно говорить, что там будет заложено. Там будет все. Номера телефонов, гостиницы, экскурсионные маршруты и так далее, и так далее. Помимо этого, это мероприятие также заложено в бюджет будущего года, и мы будем строить на эти информационные центры. Помимо этого, я хочу сказать о том, что мы готовим навигационные карты по системе GPS. Мы ведем эту работу, и то есть это нужно и необходимо делать, чтобы турист, который приехал к нам в страну, чтобы ему было удобно ориентироваться здесь. Спасибо. И такой вот вопрос. Нравится ли вам ваша работа? Да, конечно, безусловно, мне нравится моя работа. Когда-то я мечтал иметь небольшую гостиницу, но с большой территорией, и чтобы я там наводил порядки. Вот, и как бы моя мечта, возможно, исполнилась. Мечту надо ждать 40 лет, говорят. Вот. С чего начнется ваш понедельник на следующей неделе? В понедельник я выйду на работу, и в 9:30 у нас совещание у премьер-министра. Очень хорошо. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам за беседу. Было очень интересно. Благодарю вас.
Уважаемые телезрители, в нашей передаче принимал участие министр по курортам и туризму Республики Абхазия Автандил Гарцкий. В следующую пятницу, 11 сентября, гостем нашей студии будет министр обороны Республики Мираб Кешмария. Присылайте ему свои вопросы по электронной почте вопрос.министру@gmail.com. Также вы можете задать министру видеовопрос. Запись будет проходить, как всегда, на Сухумской набережной у колоннады в четверг, 10 сентября с 5 до 6 часов вечера. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.